Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. Перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Словению посетила футбольная португальская команда, в которой играет знаменитый Рональдо. И впервые я видела такое огромное количество фанатов, которые окружили отель, где остановился Рональдо, и круглые сутки скандировали «Рональдо, Рональдо». Кстати, этот отель попал в мой репортаж о туалетах Словении. И вы можете его посмотреть, перейдя вот по этой ссылке. Я даже не знала, что в Словении есть железное ограждение, которое откуда-то притащили и оградили отель Гранд Плаза. Фанаты хотели, чтобы Рональдо дал им автограф. Когда недавно приезжал Киану Ривз, такого ажиотажа не было. И, конечно же, все делали свои ставки на португальскую команду. Билеты были проданы в считанные минуты, но моей подруге удалось купить билет на этот матч. И каково же было удивление, что в итоге победила Словения со счетом 2-0. И вот что мне написала подруга после этого матча. Давайте зачитаем свидетельские показания. Словения, как ни странно, выиграла. Выиграли тихо, без салюта. Не ожидали и даже не приготовили салюта. Вообще думали, как не проиграть совсем уж позорно. А тут такое. Португальцы слишком уж расслабленно отнеслись, несерьезно. А словенцы как будто последнюю корову проигрывали, отчаянно играли, ликования не было, было офигение. И звездой этого матча стал молодой словенский футболист Шешко. Сейчас он играет в Германии в футбольной команде Лейпциг, но вернулся в Словению, чтобы сыграть за сборную своей родной страны. Сегодня хорошая погода, и я планирую пойти в зоопарк и снять о нем репортаж. Но вчера пришла печальная новость. Наша главная звезда зоопарка Лев Максимус умер после продолжительной болезни. Ему было 15 лет, у него было заболевание, связанное с нервной системой. Его долго пытались вылечить, но в итоге лечение не помогло, и его пришлось усыпить. Премьер-министр Роберт Галоп ответил на вопросы о нелегальной миграции на очередной мартовской сессии. Галоп подчеркнул, что проблема нелегальной миграции волнует всю Европу, а не только Словению. На данный момент люди в основном приезжают из Сирии и Афганистана. И нет никаких предпосылок, чтобы эта проблема растворилась сама собой, так как на земном шаре горячих точек становится все больше и больше. Словения географически находится на одном из ключевых миграционных маршрутов, на Южном Балканском маршруте. Из 300 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в ЕС в прошлом году, около 60 тысяч пересекли Словению. По словам Галоба, Словения осознает свою роль в миграционном коридоре, и ее задача сделать так, чтобы миграция как можно меньше затрагивала местное население. С этой целью в прошлом году был введен пограничный контроль с Хорватией и Венгрией. Также ужесточили полицейский контроль в муниципалитете Брежица, поскольку уже в этом году в Словению въехало 82% всех мигрантов именно через эту границу. Сейчас полиция старается перехватить мигрантов сразу же после пересечения границы. Раньше такого, по словам Галобы, не было. Правительство Словении планирует построить новые лагеря для беженцев около границы. 21 марта в центре Любляны прошел протестный митинг против политики правящей партии Роберта Галоба. Митинг организовала оппозиционная партия СДС во главе с Янезом Яншей. Митинг прошел мирно, без всякого насилия, полиция вела себя тоже культурно и никого не разгоняли. На митинг собралось несколько тысяч протестующих. Люди приезжали на автобусах со всей Словении. Участники выразили недовольство правительством Роберта Галоба, выступили против строительства новых домов для беженцев. Янес Янша сказал: «Мы должны помогать беженцам, бегущим из стран, где идет война.
Иностранные рабочие, имеющие соответствующие документы, также могут приехать в Словению, но им приходится адаптироваться к нашему образу жизни. Беженцам, которые незаконно пересекают границу, нечего делать в Словении. В общем, какое бы правительство сейчас ни находилось у власти, всегда найдутся недовольные этой властью. И всегда будут устраиваться оппозиционные митинги. Я считаю это правильным. Любая правящая партия не должна расслабляться, а люди имеют право на протест. И любую правящую партию может заменить оппозиционная партия на ближайших выборах. Словению посетил с рабочим визитом канцлер Германии Олаф Шольц. Он встретился с премьер-министром Словении Робертом Голобом. На своей деловой встрече они обсудили вопросы в Украине, также затронули вопросы Западных Балкан и ситуации на Ближнем Востоке. На совместной пресс-конференции Шольц охарактеризовал визит как знак отличного двустороннего сотрудничества между двумя странами, которые связаны многими общими вопросами и разделяют схожие политические взгляды. Шольц напомнил, что Словения уже 20 лет является членом Евросоюза и НАТО. Поэтому Германия и Словения очень тесно связаны между собой. Если вкратце, то на встрече обсуждали помощь Украине, расширение НАТО путем присоединения западных балканских стран и остановку вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Впервые за всю историю независимой Словении мужчину приговорили к пожизненному заключению. Сильва Древешек убил свою сожительницу на Рождество 2020 года. Он пришел в дом и зарезал ее и также ее родителей на глазах у своего 4-летнего сына. Суд вынес очень тяжелый приговор – пожизненное заключение. В суде прокомментировали данное решение. Мы приняли такой приговор, поскольку осужденный спланировал и совершил тройное убийство. Он заранее все запланировал, а перед совершением преступления он угрожал своим жертвам. И он не проявил никакого раскаяния. И суд решил, что так как он не проявил никакого раскаяния, он может совершать подобные преступления в дальнейшем и может быть опасен для общества. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 12 до плюс 17. Дождь. Алиса, спасибо. Взяла с полки пирожок. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!